Случайно запустил эфир, какое-то время сейчас повисите, я подготовлюсь.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, 10 июля 2026 года. Снова с вами я, Зуртан Халтаров, на волнах Эмир Радио. Первого мигрантского радио в Варшаве и в целой Польше. Одного из единственных радио в Европе, в котором есть регулярные передачи на черкесском языке. А скоро будут и на бурятском языке. Так что расширяем наше пространство, но с пометкой «Молния» сегодня наш, значит, эфир будет протекать по той простой причине, что соратник Максим Бурлуков, с которым мы не виделись уже на протяжении, наверное, больше 5 лет, сегодня пришли к Бурлукову. Вчера приходили к родителям Баира Цыренова, сегодня, значит, пришли к родителям Марии Вьюшковой. А завтра к кому вопрос? Вот читаю пост Максима Бурлукова, который сегодня опубликовал, значит, в информационно-телекоммуникационной сети интернет. В Фейсбуке, значит, сегодня, 10 июля 2026 года, в 8:30 перед уземленными хозяевами внезапно открылась дверь в дом, и в него ввалилась толпа во главе с человеком в форме с погонами старшего лейтенанта. «Обыск!» — скомандовал Летеха. Ворота вроде бы были на запоре, значит, кто-то перелез и открыл. Чучело во дворе никого не остановило, только впечатлило, как сказал один из участников операции, носивший на лице маску. Другой участник имел при себе огромную кувалду и какое-то приспособление, видимо, для вскрытия бронированных дверей. Третий в военной форме исполнял молчаливую роль и сегодня не пригодился. Силовую группу по захвату четы пенсионеров возглавил опер из ФСБ. Еще 2 девушки участвовали в роли понятых. В данном случае спецсредства не понадобились. Достаточно было одному перелезть через ворота. И хозяева были взяты врасплох в трусах и майках. Мелькнула мысль, что эти люди приехали по мою душу. Хотя придраться к юристу сложно. Никаких криминальных действий за мной нет. Но оппозиционный дух в публикациях присутствует. Оказалось, что приехали по поводу дочери, уехавшей в Америку более 15 лет назад, Вьюшковой Марии Максимовны, которая неоднократно выступала против заявлений украинской стороны о зверствах бурят в Буче и доказывала, что бурят там не было. Но действовала Псковская бригада Минобороны, выступила с опровержением, а Вьюшкову обвинила в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Я предоставил свой телефон и компьютеры оперу для просмотра имеющейся на них информации и сказал, что более 10 лет не общаюсь с дочерью в связи с тем, что она считает своих родителей виноватым в плохом воспитании, в неправильных советах, в невнимании к ней и вообще во всем, из-за чего для душевного спокойствия все контакты прекратились. Я попытался уточнить личности понятых и откуда они взялись, но следователь сказал, что на обыске вопросы задает только он и не позволил беседовать с понятыми. Тем временем опер осмотрел дом и содержимое шкафов, ничего криминального на электронных носителях не нашел, стал выяснять мое участие в несанкционированных мероприятиях. Далее по тексту. Я рассказал об организованном мной митинге в защиту Чимита Тармаева, убившего в метро в порядке самообороны одного из напавших на него дагестанцев. Митинги 15 сентября 2019 года в поддержку Вячеслава Мархаева после скандальных выборов, заявленного мною, Натальей Козыревой и Петром Дондуковым. О группе поддержки движения шамана Александра Габышева, об участии в защите подсудимых оппозиционеров. Опер при просмотре моего телефона увидел список адресатов, спрашивал о связях с Лилией Донской, Зуртаном Халтаровым, Ментом Хасоевым и Ренчином Гамбоевым. Особых связей нет, кроме редких поздравлений с днем рождения. Имеются серьезные расхождения во взглядах на будущее Бурятии. Опер сказал, что быть в оппозиции к власти не является преступлением. Движение вперед невозможно без споров.
но попросил сообщать о всех контактах с Халтаровым, Гамбоевым и ментом Хасоевым. Я отказался, заявив, что мое мнение о событиях и людях можно узнать по моим публикациям, на чем мы расстались. Далее, в посте, значит, вручена была копия, значит, постановления 3/3, 113/2026, постановление город Улан-Удэ от 9 июля 2026 года. Советский районный суд города Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Кузнецовой ГС, по-моему, она нам по открытому микрофону знакома, и единолично при секретаре Смогуловой АБ с участием помощника прокурора Советского района города Улана Степанова КД, рассмотрев в закрытом судебном заседании ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Бурятия Хетхенова ВЛ, какая-то простецкая такая фамилия, Хетхенов, о производстве обыска в жилище Бурлукова Максима Аполлоновича, расположенном по адресу таком-то, значит, установил в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по оккупированной Республике Бурятия находится уголовное дело, возбужденное 16.06.2026 года по причинам преступления, предусмотренное частью 1 статьи 207.3 УК РФ в отношении Вьюшковой ММ. По мнению органа предварительного следствия 30.09.2023 года Вьюшкова ММ, находясь в неустановленном месте на территории иностранного государства, используя информационно-телекоммуникационную сеть интернет на публичном видеохостинге YouTube на канале с названием Анна Зуева, к которому имеет доступ неограниченный круг лиц, высказала в форме утверждения заведомо ложную информацию о совершении вооруженными силами Российской Федерации преступления в городе Буча и городе Изюм Украины. Там дальше опускаю хрень, путинскую пропаганду. Значит, кроме того, Вьюшкова ММ на территории Российской Федерации, ну это значит, видно судя по поставлению, значит, этого протокольчика, видимо, какой-то шаблончик переделывали. Почему кроме того? Значит, Вьюшкова ММ на территории Российской Федерации не проживает с 2010 года. Ну, то бишь, данные пограничной службы, то есть последний раз выехала в 2010 году и больше не заезжала. Вместе с тем поддерживает связь со своим отцом Борлуковым МА, проживающим по такому-то адресу. 8.07.26 в суд поступило ходатайство следователя о производстве обыска в жилище Борлукова МА по такому-то адресу, мотивированное тем, что в жилище последнего могут находиться документы, в том числе на цифровых носителях, запятая, компьютерная техника, запятая, средства связи, дефис, сотовые телефоны, запятая, планшеты, а также иные электронные носители информации, запятая, на которых могут содержаться интересующие следствие сведения, запятая, а также предметы, документы и ценности, изъятые из гражданского оборота, это вообще к чему, которые могут иметь значение для расследования настоящего уголовного дела, свидетельствующие о противоправной деятельности Вьюшковой ММ. Ну, понятно, что был шаблон традиционный, видимо, каких-нибудь крадунов, там, воров каких-нибудь, разбойников, короче. Ну, в общем, переделали быстро, как надо было. Помощник прокурора Степанов К.Д. просил разрешить производство обыска, полагая ходатайство следствия законным и обоснованным. Считает, запятая, что предоставленные достаточные сведения о том, что проведение следственного действия продиктовано необходимостью изъятия предметов, запятая, документов, запятая, имеющих значение для расследования уголовного дела, запятая, установления истины, сбора и закрепления доказательств. Точка. Изучив предоставленные материалы, запятая, выслушав мнение прокурора, суд считает удовлетворить ходатайство, руководствуясь следующим.
Ну и, значит, там дальше писается, что в соответствии со статьей 182 УПК РФ основанием для производства бла-бла-бла данных полагать, что в таком месте у кого-либо находится орудие, запятая, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. То есть, получается, с 2010 года, вот логика, да, Вьюшкова на территории Российской Федерации не появлялось. Какие документы, электронные носители и еще чего-то могут находиться ее в доме Бурлукова МА? Ну и, значит, дальше там стандартная описка. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке статьи 165 УПК РФ. Суду предоставлены, значит, достаточные материалы для рассмотрения ходатайства, постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству, материалы, свидетельствующие о причинах и основаниях для возбуждения уголовного дела, материалы оперативно-розыскной деятельности, значит. Из предоставленных материалов следует, что в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по оккупированной республике Бурятия находится уголовное дело, возбужденное, значит, 16.06.2026 по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 207.3 УК РФ в отношении Вьюшковой М. Видимо, террористическая какая-то статья. Ну вот дальше судья, значит, там что-то снова повторяет вот эту вот, значит, формулировку. Указанные в ходатайстве следователя обстоятельства являются типа достаточными для вывода о том, что в жилище Бурлукова могут находиться документы и все прочее, короче, да. Из предоставленных материалов, что МА проживает по такому-то адресу, сведения о том, что в жилище проживают лица, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусмотренный главой 52 УПК РФ, не имеется. Что это вообще такое? Откуда это вообще выскочило? Таким образом, у органа следствия имеется основание для проведения обыска жилища Бурлукова. Там-то, там-то. Обстоятельств, препятствующих проведению следствия действий, судом не установлено. И вот, значит, суд на основании изложенного руководствуясь статьями 165-182 УПК РФ, суд постановил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Республике Бурятия некого Хетхенова ВЛ удовлетворить, разрешить производство обыска в жилище Бурлукова Максима Аполлоновича. Значит, настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд оккупированной республики Бурятия в течение 15 суток со дня его вынесения. Судья ГС Кузнецова. Ну вот, короче, специально распечатал для того, чтобы, так скажем, зачитать вам сегодня, значит, вот в этом экстренном эфире, короче, пришли, значит, за Бурлуковым. Напугали, естественно, то есть я уже кое-куда написал письмо с просьбой, значит, обратить внимание на данный вопиющий случай, значит, воздействия, так скажем, на родственников, проведения, значит, это как его, ИПСО по родителям, значит, да, для того, чтобы международные правозащитные организации обратили на подобного рода давление, значит, которое до этого в том числе осуществлялось, значит, по поводу родственников, престарелых родственников режиссера, блогера, значит, бурятского националиста, патриота и так далее, значит, Баира Цыренова. И, в общем, не нужно молчать, нужно по различным международным организациям, в том числе там, во всякие ООН там, и так далее. Понятно, что там рассматриваться это может в течение очень длительного времени, но тем не менее подобного рода, значит, заявления так или иначе должны воздействовать. Ну и потом, естественно, друзья мои, там, я не знаю, Вьюшкова где-нибудь в Лондоне организуют митинг, там, пикет, значит, посольство там и так далее. Руки прочь. Сталинские репрессии возвращаются, там, значит, ну, вот за деятельность, значит, Вьюшковой.
гражданки Соединенных Штатов, значит, ну, она и в Госдеп может написать, сказать, что это такое, в общем, там, ну-ка, наведите-ка порядок, там, чтобы, требуя от господина Трампа, значит, чтобы он послал черную метку, значит, Володе Путину, чтобы Володя Путин успокоился, своих цепных псов, значит, придержал. Но вот ситуация достаточно удивительная, что Вьюшкова, ну, мягко говоря, я же ее критиковал на своих эфирах о том, что временами она там проговаривала русские нарративы, ну, в том плане, что критиковала украинскую, значит, сторону, хотя бурят-то был в Буче, один, по крайней мере, был один бурят и один калмык был, то есть это было установлено независимыми ОСИНТ-расследователями. Все любые материалы, я не знаю, там, может быть, вражки там все эти заблокированы, но, по крайней мере, они доступны в свободном доступе. Каждый может использовать, значит, искусственный интеллект и так далее для того, чтобы обнаружить вот этого, собственно, одного бурята и одного калмыка, которого, ну, так или иначе, вполне возможно, что уже давным-давно ликвидировали как свидетелей, представителей, значит, инородческого сословия, которые, значит, выполняли всю грязную работу там перед своими русскими командирами, там шестерили и вполне возможно занимались, именно они занимались, значит, противоправными действиями, значит, уничтожением мирного населения, там, незаконными казнями и так далее. Не исключено, и, в общем-то, это привело к тому, что живые свидетели, находящиеся, естественно, в стрессовой ситуации, умножили количество, значит, представителей азиатской, там, скажем, наружности. Ну, а если там, как говорится, пометуя вот эту поговорку, глаз узкий, значит, русский, или там русский, глаз узкий, да, то понятно, что какие-нибудь, значит, русичи, так скажем, с тех регионов, по татаринах, так скажем, Нижний Новгород, там еще какие-то места, они могут для голубоглазой блондинистой украинки, скажем, выглядеть как азиаты, да, особенно если там два каких-то, значит, постоянно по всей Буче и по всему Ирпеню бегали, там два азиата, там свои лица светили, то естественно, что это в головах, значит, жертв русской агрессии против Украины могло умножиться. И в этот момент, конечно, нужно было у дела-то прикусить всем этим хорошим русским. Но вот Вьюшкова не с теми связалась. То есть она связалась с хорошими русскими, с фондом Гарможаповой, да. То есть они вроде бы как и логично там что-то выступали, ну а потом, значит, когда при независимых расследованиях установили о том, что такие представители, так скажем, бурят и калмыков там были, присутствовали, то они тогда, значит, написали, ну, мы вот не могли поверить о том, что в элитной там русской части будет бурят, там будет калмык, там будет еще кто-то. Ну, и все, и загасились, короче. Ну, Вьюшкова-то, она же, видите, она нестандартная, так скажем, в определенных моментах там имеет различного рода, видимо, расстройства, короче, ну, то есть, и тут видно по посту, значит, ее отца о том, что, значит, она там критикует за то, что неправильно воспитали, там, еще что-то в этом роде. Ну, в общем, ну, то есть, понятно, что не от мира сего, так скажем, человек, да, может быть, вполне, в принципе, на фоне, значит, занятия, тяжелого занятия, значит, научными исследованиями, так она вообще может быть немножко не в состоянии, так скажем, определенном находится и говорит все, что думает, там, или наоборот, или повторяет за тем, что какой материал ей там дают и так далее. Но, тем не менее, меня именно вот этот факт возмущает, потому что прекрасно зная о том, что Вьюшковой с 2010 года и по данным там пограничной службы ФСБ и вообще по всем прочим, то есть она, скорее всего, выписалась, то есть она не прописана по этому адресу, да, не зарегистрирована, так скажем, то какого черта они приходят и там какие... Это чисто, исключительно это давление. Это давление, это именно политическое, значит, преследование родственников, конкретно Максима Бурлукова. Мы с ним достаточно познакомились. То есть заочно мы как-то с Максимом были знакомы, потому что Максим довольно активный был в свое время в Фейсбуке. Там, ну, в общем, какие-то посты я его читал, лайкал. Но знакомство возникло исключительно по площади, по, значит, открытому микрофону, по тем вот, значит, вещам, когда Максим там добровольно
значит, помогал преследуемым, тем, кто вышел на митинг, значит, на народное волеизъявление, и выходил потом на, значит, интервью, которое давали на YouTube-канале «Республика Бурятия». Ну и, в общем-то, взаимодействие было такое, что мы обращались к Максиму, там, значит, помоги, там, нужен юрист, там, и так далее. Максим всегда брался за самые сложные дела, и, в общем-то, с точки зрения юриста, вот он четко действовал, в отличие от того же, например, мента Хасуева, который там тоже себя правозащитником самоназначил, так скажем, да, ну или там ФСБ его назначило, значит, Хасуева правозащитничком, значит, и вот он, в отличие от Максима Бурлукова, естественно, никого не защищал, а наоборот подставлял там под сроки там и так далее. Помню какого-то, значит, остолоп какой-то там молодой, значит, студентик там что-то, значит, доверился этому, а тот ему говорит, да что там, ну то есть так защиту его увел, что пацан испугался вот этих суток. Хотя, если бы он тогда эти сутки отсидел, у него бы был такой мощнейший кейс для того, чтобы там в какую-нибудь Германию или во Францию, или там в те же США там стартануть и так далее. Ну, то есть не надо было тогда бояться сесть, заехать там на сутки или получить штраф какой-нибудь. Тем более там что, какие-то смешные там статьи были. Это даже не те статьи, которые получала ну, вот этого административная, это которые там по 200, там по 300 тысяч получила Филонова, я не знаю, там она раскидалась или не раскидалась, или до сих пор с ее нищенской пенсии там эти копейки списывают. Ну, в общем, ситуация такая, что сейчас вот этот факт меня сильно возмущает, короче, о том, что мы, как говорится, вчера не замечали, значит, Баира Цыренова, который говорил о том, что ходят, пугают, значит, родственников и так далее. Ну, надо, видите, быть готовым к такому развитию событий. И, в общем-то, сейчас вот этих несчастных бурятосов, короче, используют, значит, там понятно, что за всеми этими действиями стоит ФСБ, естественно, там, за вот этим, как его, Херхенов или как Хетхенов. Ну-ка, короче, друзья, давайте-ка соберем информацию на вот этого Хетхенова. Кузнецова что-то знакомое, короче, тоже информацию по e-mail скидывайте, адреса скидывайте их проживания, где их видели, родственников скидывайте. У Кузнецовой, скорее всего, там это богатая, значит, поколенческая, там мамка, бабка, там прадедка, там тоже в НКВД, наверное, работали, служили и так далее. То есть всю компу мне скидывайте по этим гражданам, значит. И вот поэтому помощнику прокурору Степанову КД, кто такой? Ванюша это или Буритосина, это люмпен-комбедовец очередной, там, Осинско-Боханский какой-нибудь, значит. Вот по трем этим персонажам, по Кузнецовой ГС, по судье, значит, при секретаре Смогуловой АБ, они там тоже гадские все, значит, помощник прокурора Советского района, короче, Степанов КД, и Хитхенов, короче, ВЛ. По ним надо провести, значит, расследование, да, пользуясь, так значит, открытыми материалами, в том числе закрытыми материалами, которые доблестные, значит, русские, еврейские, американские и британские хакеры выслали, короче. По Кузнецовой, наверное, где-то домик есть за рубежом. Надо будет ввести ее в санкционный список, то есть надо вот в Юшковой, да, чем заняться, вместо того, чтобы там всякие пакости про Зуртана Халтарова там говорить и писать там и так далее, да. Надо в Юшковой фамилию поменять, вернуть Барлукова, значит, того в отставку и, в общем, заниматься как раз наложением санкций на весь вот этот судейский, прокурорский там и так далее, чтобы они вообще не могли никуда выехать, чтобы сидели там и максимум, что им было доступно, это отдых в Тунке, значит, там на параше какой-нибудь, принятие миквы где-нибудь на Байкале, короче, и все, никаких им Таиландов, никаких им Вьетнамов, там, значит, никакой им Турции там и так далее, то есть заблокировать их полностью, короче.
И вот люди с аутическим типом расстройства личности, да, вот они могут себе такую цель поставить, короче, письма писать там и все прочее. То есть у Вьюшкова еще как минимум на 2 года, на 3 года, пока следствие там, значит, по ее делу будет длиться, короче, есть вообще вероятность вообще всех этих заблокировать. А вдруг там в США тоже как вот, значит, у этого мента Усиновца, значит, агента Аяна БНД, значит, вдруг у них там родня где-нибудь в Америке. Так депортировать их оттуда, короче. Причем депортировать так, чтобы их Хитхенов там судил вместе с этим, со Степановым, короче. А вдруг найдутся там какие-нибудь родственнички, которые тоже по политике типа побежали, короче. Ну, а на самом деле за длинным рублем там же говорят о том, что инфильтровали, значит, бурятское комьюнити в Соединенных Штатах. Ну, вот главный там, значит, этот агент ФСБ, значит, завербованный еще, когда он служил в комендатуре Ханкале, значит, это не я выдумал, это его ближайшие, так скажем, соратники на тот момент мне рассказывали, что, скорее всего, он такой. Потому что, ну, я же помню, он пришел такой, как бомж, да, то есть грязный, чумазый какой-то такой немножко, неопрятный, так скажем, да, то есть на наш микрофон назвался там то ли Сережей, то ли Петей, короче, это потом он уже, ну, видимо, когда задание это получил о внедрении, так скажем, в мой ближайший круг общения, так скажем, да, вот тогда он его, ну, ему там и денежки, видимо, начали давать, хотя он там рассказывал, что за счет женщины, типа, живет, за счет то одной он женщины жил, за счет другой, там, вроде, когда у него там iPhone последний появился, значит, он, ну, придумал историю, что будто ему вот эта женщина, стоматолог, там, ну, так скажем, с богатого плеча богатой женщины-стоматолога, значит, она ему, типа, купила, короче, а я такой говорю, ну, ты же вроде как мужчина, как можешь такие подарки принимать, я женщина, короче, да, ну, он же мачо там, значит, типа, ну, тем не менее, хотя я думаю, это просто так история, потому что вопрос-то возник, откуда перед поездкой в США у тебя вдруг вот навороченный iPhone появился, да, ну, я думаю, что он неспроста там появился, это специально подкрученный iPhone, значит, ФСБшный, был выдан для того, чтобы, значит, как сейчас ФСБ финансирует этих всех, они создают, значит, ему аккаунт прошаренный, значит, добиваются там, накручивают ботами там, которые в США находятся, значит, накручивают просмотры, да, он получает монетизацию за счет видео, да. При этом получается, что не контора, не ФСБ его, значит, финансирует, а YouTube. Понимаете, вот такая вот ситуация. Поэтому ничего удивительного нету, что там, значит, определенная каста там этих блогеров, она так вдруг внезапно, значит, которые такие 40 на 50, да, или как там, 60 на 40, да, вот эти вот, которые там нарративчики эти пробрасывают, там люмпино-комбедовские, социально близкие, так скажем, да. И вот он там, значит, тусуется. Сейчас, правда, прячется, там моя агентура там доносит о том, что данный персонаж там, значит, прячется постоянно, там где-то боится, значит, попасть под айсов. И я ему говорю, что ты там это, говорю. Ты мне адрес дай, где ты живешь, а я быстренько айсом напишу, и тебя не депортируют. Что ты там боишься-то, короче. Но неохота из Америки уезжать, потому что даже вот такие персонажи, короче, которые напрочь, значит, плоть от плоти, так скажем, сторонники русского мира, значит, да, там выращены, выпистованы, так скажем, да, которые вот никак не могут от русской сиськи там, значит, оторваться, да. И вот они, значит, все равно, попав в Америку, они понимают, что назад-то пути нету. То есть Америка это такая страна, Соединенные Штаты, да, это, в которую ты попал, и обратно уже в другой стране уже жить уже неохота, это уже совершенно другое. И я не понимаю тех людей, которые там, допустим, в США с целью миграции приехали, а потом, ой, не понравилось, там деньги проели, пропили и так далее. То есть это, ну, действительно, видимо, какое-то психическое или какое-то, ну, ментально-психологическое там, или еще какое-то расстройство. Да, то есть, либо это очень богатые люди, которым, ну, не важно где, в какой стране мира жить, у них просто
такие капиталы, что ну, они могут и в США, и такой же уровень комфорта и так далее, они могут получить в любой другой стране, просто количество денег большое. Вот, да, только в таких случаях. Но когда люмпино-комбедовский бурятушка приезжает в США по грин-карте, а потом так бросает, нет, поеду обратно, а потом приезжает, его присаживают. Вот сколько этих, значит, в списке Росфинмониторинга бурятских фамилий и имен, там со звездочки, без звездочки, да. Вот эта известная история о том, что, значит, уехали, значит, какие-то, значит, муж с женой, да, и в итоге там жена села, потому что нашли какие-то, значит, комментарии, то ли в Инстаграме, то ли еще где-то, значит, все это заскринено, или там какая-то специальная программа, которая все это дело скринила, да, какие-то сторонники, значит, свободной Бурятии, по-видимому, сейчас вот недавно, значит, выскочила информация, некий Доржеев там, или Доржиев ли, молодой человек там такой, ну, видно тоже какой-то немножко, видимо, шариков за роликов не хватает, где-то что-то там писал, короче, в общем, его сцапали. И я говорю, видимо, сложно им выговорить Бурят Гюрин, например, да, сторонники, значит, партии бурятского возрождения Бурят Гюрин, и поэтому, ну, идут по-простому, короче, все накидывают на свободную Бурятию, да, где там Гармажапова, кто там еще, ну, кто там, кроме Гармажапова, это остался. Значит, и якобы вот он сторонник, там что-то призывал там и так далее. Ну, понятно, что свободная Бурятия, как и наше движение, ну, там тоже террористическое, там какое-то экстремистское, да, нежелательное там, да, 172 этих структурных подразделения, значит, сепаратистов, террористов там зачислены и все прочее. И действительно, вот сейчас мемориал, когда тоже экстремистской и чуть ли не террористической организацией признан, да, любая вот упоминание его, там, репосты там и так далее, они тоже могут русской вот этой оккупационной властью, особенно в Бурятии, трактоваться как, значит, содействие экстремистской организации. Поэтому внимательно, вот я всем говорю, и сразу мы объявили о том, что наша организация Бурят Гюрин никакой деятельности на территории оккупированной Бурятии не ведет. Мы работаем только с представителями, значит, бурятской диаспоры, с представителями, значит, бурятского банподполья, которые находятся вне предела, вне досягаемости, значит. Да, и поэтому все, что там, значит, какие-то там будут, это будет рассматриваться абсолютно как провокация. И те люди, которые, вот, например, на вас выходят где-нибудь там в Улан-Удэ, там где-нибудь в селах и так далее, вот, там, ну, с разговорами, вот, что думаешь там по поводу Зуртана Халтарова, что он там говорит, какие он там действия, а как ты думаешь там, что там вот этот Мент, БНД, там еще там что-то, да, это все будет провокация, не ведитесь на это. Безусловно, что я-то считаю о том, что русских политических заключенных должно быть больше 1 миллиона, потому что, ну, как бы, мало сейчас сидят, да, и русских мало сидит. Всего 300 тысяч, там, что-то я вот читал на одном из эфиров, вы помните, если регулярно смотрите, о том, что численность вот зоны, да, вот этих всех тюрем там и так далее, это больше 700 тысяч посадочных мест, так скажем, да. Сейчас обоего пола сидит меньше 300 тысяч. О чем это говорит? О том, что емкость высокая, короче, они сейчас всех будут садить. Другое дело, что сейчас же любое там, значит, ДТП, там еще там что-то, это же для ментов как манна небесная. Главное этого человечка скурвить и отправить на фронт. Тут основная задача, короче, да, вместо того, чтобы... И мало кто людей, наоборот, хочет заехать на зону там и так далее, видимо, взятки дают и все прочее. Ну, то есть это говорит о том, что уже власть-то зашаталась. Власть зашаталась. Вот это вот преследование родителей престарелых, да, что Баира Цыренова, что Вьюшковой, да, Марии, там, Максима Аполлоновича, да, пришли там, вломились там. А могли бы, в принципе, если бы он дверь не открыл, они могли бы и выломать эту дверь, короче, так, из пакости.
из пакости просто. Из мерзкой пакости. Ну, такова душонка. Вот. Что вы не видите, что ли? Душонка этого БНД, она пакостливая. Он пакостник такой, мелкий, сам мелкий, действия его мелкие, мыслишки у него мелкие. И точно такой же Хасуев, такой же пакостливый, мелкий мент. Никчемные, никому не нужные, они все одинокие. Они стремятся, конечно, там общаться, из себя там Хасуев из себя там строит великого правозащитника и так далее. Ну, просто он как воздухан надувается. Его же здесь даже бегали эти, как его представители хороших русских продавали тут полякам, что как будто бы основатель там чуть ли не правозащитной организации, там что-то там, как будто там 1000 ментов посадил там, короче, за пытки там или еще что-то. Хотя это все фейковая история. Он взял просто то, что делал Святослав Хроменков, я не знаю, он до сих пор работает или не работает в этой атмосфере, ну, в этой области, короче. Но то, что вот он делал, это Хасуев себе присвоил, что это будто он делал, и Хроменков у него там на побегушках бегал, короче. И вот я помню, когда этот появился менток, Филонова сразу, чик, просекла этого персонажа. Ну и, кстати, я до этого не говорил, а может быть и говорил, но без имен, короче. Ну и вот Максим Аполлонович, он, кстати, как-то ко мне подходит и говорит, а доверяем ли мы, значит, Хасуеву Евгению? Я говорю, а что такое? Ну вот, стою я, значит, там возле Верховного суда и вижу Хасуева, значит, заходят и выходят, значит, из здания ФСБ центральная дверка. Я говорю, да? Я говорю, да, говорит, вот, вижу его. Значит, что он там делал, непонятно. Я говорю, ну как что делал там? Инструкции, наверное, получал, как открытый микрофон уничтожить, как Республику Бурятия, там внедриться, короче. И там же была попытка, вы помните, да, когда, значит, там то ли коронавирус, то ли еще какой-то митинг был, когда у Донской этот телефон отняли, там начались удаления видео. Потом этот дурачок, шизофреник, этот Дондуков, короче, там где-то уже много позже писал, я, говорит, скрупулезно там искал ссылки, вставлял там файл, короче, я ему говорю, говорю, дурачок, это я делал, говорю. Я, говорю, тоже делал. Я говорю, ты ничего не делал, я тебе отослал файл со всеми ссылками, я со всех там блогеров там и так далее, всех спрашивал, вы репостили это видео, репостили? Значит, прямой эфир там и так далее. То есть искал везде по всяким там, значит, другим страницам на Фейсбуке и так далее. Вот эти битые ссылки, так скажем. Все это копировал, составлял этот документ и выслал там специальную организацию, которая этим занимается. И там в итоге, короче, YouTube при помощи этой организации, он вообще все удаленные, даже нами лично удаленные видео, короче, там вот эти, где Донская там с Баировым там болтали, ну, антикоронавирусные всякие там эти эфиры там, ну, были, короче, и снова страйк из-за этого получили, потому что YouTube восстановил все видео, короче, и мы страйки получили снова по тем же самым видео, которые пришлось удалить, эти коронавирусные, короче. И вот это вполне возможно было просчитано, подстроено как раз Хасуевым, короче. То есть он там внедрился, посчитал, там, ну, знал, что там Донская неаккуратно, так скажем, вот это все ведет, там, тяп-ляп там и так далее. Ну, может быть, подослали там какого-то предварительного агентика, там, который там с Донской что-нибудь распил, там, например, и так далее, потому что она вообще неадекватная была. А я смотрю, ну, я сидел дома в этот момент, короче, решил не подставляться. Ну и смотрю, с творческой студии видео начинает пропадать, короче. Раз. Я там, где Донская, где это? Ну и понятно там. Донская так просто это. Вместо того, чтобы нажать на эту кнопку, короче, которая бы блокировала, значит, экран. Ну, она там что-то разъявилась, короче, и в итоге там кто-то выдернул из ментов этот телефон и сидел, удалял там, короче. Ну, видимо, они отвлеклись на какой-то момент, и, видимо, экран заблокировался, и это спасло канал от полностью от удаления. А так могли полностью удалить, естественно. Ну и вот, и Максим Бурлуков вот такую штуку. Я, в общем-то, начал с тех пор, еще находясь там, в Улан-Удэ, к Хасуеву внимательно приглядываться, короче. Что такое, откуда, чего там и так далее. Правда, не удалось его тогда пробить, удалось единственное, что найти там общедоступную информацию, которую, ну, судя по всему, нарисовали, что он якобы там жертва ментовского произвола. Хотя я вполне верю, что никакого произвола не было, что он, будучи ментом из уголовного розыска, находясь в тяжелой материальной ситуации, скорее всего, эту кассу обнес
Ну, он или его там, значит, родственник, похожий на него, короче. Ну, в общем, они могли там какую-то вот такую операцию, так скажем, сделать. Значит, и в итоге задержали не его родственника, а похожего на него, короче, да, персонажа, значит. Ну, то есть они же, если они родственники, они немножко же похожи, там какие-нибудь братья старшие, короче. Ну вот, а он, может быть, и не при делах был, просто так на стреме стоял, короче. Ну и, в общем, менты тогда же доказать ничего не могли, и на бутылку его там сажали, ну, в общем, какие-то пакости с ним делали. И вроде это привело, ну, там, то есть он там в интервью Собчак там и так далее, вдруг объясняет. И вдруг самое интересное, что как, где Собчак, которая вот сейчас по данным Матео Ньюс, там после взлома, значит, ее там почты, аккаунта и так далее, которая, ну, оказалось, что она работает непосредственно с Кремлем, ну, то есть доказательства уже получены, да, вдруг берет у какого-то Хасуева интервью, значит. Как это? Как это вообще может быть просто так в нашей жизни, короче? Вдруг она заинтересовалась там каким-то делом, которое, кстати, Хасуев и расследовал. И он же тогда ничего не нашел, вот это убийство этих двух женщин, гулящих там и так далее. То есть там было все направлено на то, чтобы, значит, вот их дискредитировать, этих женщин, которые, ну, там, в силу определенных там социальных и психологических причин были там жертвами абьюза там и так далее. И в конце концов их там, ну, вели такой, скажем, развратный образ жизни там, да, и так далее. То есть, ну, и, в общем-то, дискредитировали их по полной, даже после смерти. И в том числе это с подачи, значит, вот этого персонажа Хасуева было, который по заданию, скорее всего, вот этого Мордовского это дело закапывал, потому что им всем давным-давно было известно, кто там чем занимается. Уж в ментовской-то среде это вот так на уровне слухов. И там же вот этого мента честного, так скажем, Шарапова же убили на охоте потом, который знал, в общем-то, все, что происходит и так далее. Но просто ему мозгов не хватило там написать какой-нибудь, значит, у нотариуса или еще где-то там, значит, какое-то, значит, признание. И в случае его смерти бы это признание там, значит, уехало бы куда-нибудь там, в следственный комитет или так далее. Ну, взяли его на охоту, позвали, короче, завалили его там. И все, и кто-то даже присел. А Хасоев вот это все дело покрывал, да, менток обыкновенный, короче. Ну и такой же вот мент, там, разгвардеец, или как он там, представитель внутренней службы, этот, БНД, тоже внедрялся там. Но он внедрялся не на открытый микрофон, а он внедрялся в мое ближайшее окружение, чтобы пронюхать, с какими я бурятами общаюсь там, значит, составить портрет психологический, значит, его пустили там, значит, под видом такого балагура, там, значит, пьяницы там и так далее, дегенерата. Ну, я-то тоже, в свою очередь, это расследование проводил. Я уж там не буду видео там показывать, где пьяный, обоссанный, значит, БНД там у себя на хате валяется, там, побитый, поколоченный, там, и так далее. Ну, то есть он для своих друзей за место груши был такой, ну, дурачок для битья, короче, бывают же такие, ну, с которым, так скажем, смешно, он там что-то себя строит, да, что он там выше, сильнее, там, лучше, да, людей там и так далее. Ну, вот бывает таких берут, значит, там, на эту, на пьянку, короче, чтобы там он побалагурил, повеселел, там, значит, какие-нибудь там истории порассказывал, как он там великий там мачо там и так далее. Ну, и все клички, вот, все погоняло, которые ему давали мачо. Но это же не потому, что он мачо был, а потому, что он делал вид, что он мачо. И это было, ну, действительно, мы его называли там мачо, короче. А где мачо, там, например, и так далее. Где там генерал, там еще. Ну, такие издевательские на самом деле, да. И вот Царствие Небесное, Баир там тоже его там неоднократно при мне просто колотил. Ну, я не знаю, там у них что-то внутреннее было, но вот в эти пьяные состояния, конечно, вот там как раз вот его внутреннее состояние раскрывалось, да, вот этого БНД. Ну, если кому интересно, естественно. И вот видно было, что вот он глубоко несчастный человек, конечно, глубоко несчастный, глубоко одинокий, глубоко несчастный человек с большими психологическими травмами. И вот, не знаю, может быть, в США он там в религию ударится, потом найдет себя, там пить перестанет, например. Ну, когда легализуется, если, конечно, легализуется, если мы позволим, чтобы такой персонаж в Америке, там, значит, влиял на нашу диаспору бурятскую.
Ну вот, в общем-то, такая на сегодня ситуация, политическая информация. Ну и я, конечно, естественно, обращаюсь к моим подписчикам для того, чтобы поддержать Максима Аполлоновича Бурлукова словом и делом. Значит, позвонить просто, если кто знает его номер телефона, значит, сказать, выразить слова поддержки, может быть, подъехать даже, кто знает, где Максим Аполлонович проживает, там какие-нибудь подарки подарить. То есть нужно сейчас тем, кто там под оккупацией находится, под оком Саурона, так скажем, Мордора, да, не бояться высказывать слова поддержки значит, Максиму Бурлукову. Не говорю про Вьюшкову, потому что может быть опасно, вдруг она там каким-нибудь экстремистом там записана и так далее. Там, выйдите с плакатом, например. Ну, на площадь. Поддерживаем Бурлукова Максима Аполлоновича, короче. Там, семью Бурлуковых, например. Родителей там, значит, Бурлуковых. Вот что-то такого надо сделать, естественно. И призываю то же самое помогать, продолжать помогать словом и делом там Надежде Низовкиной, Наталье Филоновой, всем прочим, значит, политическим борцам, активистам, которые, может быть, еще не высказали свою до конца позицию, потому что это опасно, естественно, там. Но своих зрителей, своих тех, кто меня поддерживает, негласно обязательно, да, то есть призываю, значит, сделать репосты поста Максима Бурлукова на Фейсбуке, значит. Ну и вообще, в принципе, написать в личку. И вообще не забывать наших политических заключенных, которые находятся, значит, на разных сроках, которые сидят в СИЗО, которые с каждым днем их становится все больше и больше. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы численность русских политических заключенных стала больше миллиона, потому что это больше, чем, значит, система УФСИН готова переварить. И, естественно, тот факт, что когда больше политических заключенных, особенно русских, становится, то это говорит о неподдержке, так скажем, путинского русского оккупационного режима. Да? А бурятам надо делать правильные выводы, надо эмигрировать. Вот сейчас, например, из Великого Китая неплохая новость пришла, что кризис на рынке, цены на жилье снижаются. Может быть, из огня да в полымя, как говорится, да, может быть, в Китай стоит подумать о переезде куда-нибудь, в Северный Китай, да, хорошие вузы в Чанчуне, например, да, в Джелине очень хорошие, ну, хорошие вузы. То есть в том плане, что одновременно вы в вокабуляре будете иметь путунха, иметь мандаринский диалект, да, параллельно, безусловно, в Китае хорошо преподают, относительно хорошо преподают английский язык. То есть надо думать уже вот именно не о том, чтобы в Европу или в США ехать, да, ну, потому что закрывается. Ну, вот Корея Южная, Япония тоже как вариант для переселения. То есть бурятам нужно создавать диаспору, переходить вот к этому состоянию, когда диаспора уже находится на самоподдерживающемся уровне. Ну и хотел сегодня поговорить о том, что вот хорошие, значит, блогеры там, значит, выпустили на бурятском языке. Я репостну в свой, значит, канал, да, вот это видео, где Балдан Лама, шизофреник Даржу Дугаров, значит, Ринчин Гамбоев и Сандан Рабданов, значит, они на бурятском языке или на халхасском ли языке, вот так я не понял, разговаривали с Балдан Ламой, ну и, в общем, Балдан Лама там поделился какими-то житейскими там вопросами и так далее, рассказал про то, как он занимался воспитанием, в том числе своих детей. Ну, в общем, я призываю вообще, в принципе, на бурятском языке усилить политические дискуссии, особенно тех, которые находятся за рубежом, которые могут свободно это делать, да, не опасаясь преследования, не опасаясь того, за своих родственников, к которым вот так вот придут. И в этом отношении мы будем наблюдать, естественно, вот за действиями этих персонажей, короче, то есть список будет, естественно, копиться. Вот этих вот, значит, судью эту, значит, как его, Кузнецову ГС, Смогулову АБ, вот этого прокурорчика, помощника, значит, Степанова КД,
Хитхенова ВЛ, всех под санкции, естественно, список Магнитского. Надо добиваться этого. Я думаю, что Юшкова там, значит, применит там широчайшую артиллерию, так скажем, из различного рода там этих русских оппозиционеров, аутистов, которые там, значит, начнут строчить во все международные организации письма. Значит, думаю, что вот эти должны подключиться из Америки, короче, все эти, как, как их там мой знакомый называет это, условная балдырия, короче, должна тоже взаимодействовать, потому что как бы в этом отношении, вне зависимости от того, какие личностные, так скажем, взаимоотношения, да, между нами, мы должны друг друга так или иначе в борьбе против русского государства, русского мира, мы должны друг дружку поддерживать. Хоть я там Юшкову и аутистом называю, но это не обзывательство, это просто вот анализ, да, анализ поведения там, и так далее. То есть мой личностный, так скажем. То есть я вот считаю, что у него есть расстройство, высокофункциональное расстройство аутического спектра, то есть это, высокофункциональный, так скажем, человек. Ну, вот есть аутизм, там, недопонимание каких-то социальных там взаимодействий и так далее. Ну, это даже вот сейчас видно по посту Максима Барлукова. И, в общем, считаю, что это давление, безусловно, на представителей, на тех, кто не боится. Я не думаю, что Максим Бурлуков боится или там скрывает, значит, под воздействием свои мнения. Нет, он так действительно думает, как вот он написал о том, что о будущем Бурятии, значит, абсолютно диаметральное, со мной, по крайней мере. И я это до этого знал абсолютно, то есть ничего удивительного в этом нет. И попытка, значит, его как-то там на разговор вывести, значит, какие-то показания дать. Ну, он юрист, он все равно он понимает, что там есть такие, значит, вот эти всякие Хитхеновы там и все прочее, вот эта голодрань вся осинско-буханская там, вот эти вот все разагитированные в свое время вот этими большевичками, которых туда, значит, ссылали. Ну, и вот оттуда вся вот эта Мархаевщина там и так далее, вот это обилие коммуняк. Вот все равно недобитки, вот не добили мы их. Надо было в 90-е годы все-таки бурят-монгольскую партию создавать, чтобы туда нормальные там бурятские националисты шли. Ну, не было. Люмпино-комбедовская масса. Там, уничтожили всю элиту, стучали, бегали, там, значит, доносы делали там и так далее. И, естественно, та часть бурятского населения, она просто решила на себе сосредоточиться, так скажем, да, а не на общем благе бурятском. Но сейчас такое время находится, да, вот в Бурятии, о том, что мы должны все свое брать. Почему? Потому что Бурятия должна быть для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так, а не иначе. Повторяйте это утром, днем и вечером. Когда проснулись, визуализируйте. Я буду вас слышать. Буду вас слышать. Чем больше этих голосов будет, тем сильнее мы будем как нация. Поддерживайте друг друга, поддерживайте родственников, укрепляйте связи родственные, плодитесь, размножайтесь. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Всем пока, дорогие друзья, до новых встреч. Не унывать, поддержка Барлукову Максиму Аполлоновичу, поддержка всем бурятским политическим заключенным. Айлей!